Я археолог, занимаюсь погребальной археологией. И оно развивается у нас в контексте социальной археологии. Это новое направление, относительно новое направление для археологической науки и такое вот хорошо развивающееся у нас якутская археология, якутская наука. Руководитель нашей правильной национальной Винтера, я думаю, все это знаете, и она, конечно, главный наш исследователь погребальной обрядности, как с точки стороны этнографии, техники археологии. Да, поэтому мы, часть наших сотрудников занимается погребальной археологией исторической. Вот, и сегодня у нас такая тема, которая довольно специфична. Я надеюсь, что здесь у всех какие-то нервы, потому что иллюстрации некоторые будут специфичные, потому что все-таки о погребении. Да? Я как археолог тоже покажу некоторые вам археологические материалы, которые редко можно найти где-то в открытом доступе, ну, по этическим соображениям, конечно. Вот. И сегодня у нас погребальная традиция. Здесь написано «жизнь и смерть», но мы большей частью сегодня будем говорить именно о смерти. Вот, да. Прежде всего, нужно окунуться немножко в этнографию, да, в представление о жизни, смерти, об устройстве мира наших предков и то, которое сохраняется не полностью, но до нас тоже дошло, и мы представление об этом уже имеем, часть людей в это верит и довольно-таки активно. И здесь основой является такой взгляд, представление о том, что мир состоит из трех частей. Да? Нижний мир, он населен злыми духами, преимущественно злыми духами, там живут духи Абана, там есть свои боги, свои шаманы и так далее. Средний мир населен людьми, животными и духами, которые могут быть как положительными, так и отрицательными, так и нейтральными. Да? И верхний мир, там живут светлые божества и духи, но там тоже есть свои собственные Абаны. То есть это не такое вот очень четкое разделение: верхние только светлые и добрые, нижние только плохие и злые. Да? У нас здесь более такое древнее представление, когда каждое божество, каждый дух, он все-таки немножко человечен, и ему характерны все свойства человека. Ревность, злость, зависть, они присущи и светлым духам. Да? Если вы, например, в том же фольклоре, мифологии, вы узнаете о том, что есть много легенд, много преданий о том, как даже вот светлые боги, божества, они ревность по отношению к этим людям и могли назвать на них каву. Поэтому наши предки старались жить в гармонии со всеми мирами, с нижним и верхним тоже. И, конечно, в сохранении этой гармонии очень помогали шаманы. Они, это как раз таки не очень хорошая идея, служители трех миров. Они служат людям, и верхним, и нижним, и служат, самое главное, медиаторами в отношениях между людьми и вот миром, духов, божеств и так далее. Вот. И по этим трем мирам могут путешествовать только шаманы, людям это не совсем да? Другим краеугольным камнем представления о смерти является понятие о душе. По представлению якутов человек имеет три души. Только человек имеет три души. Да? Это якут, горкут и сангун. И вот триединство, опять-таки же гармония этих трех душ обеспечивает здорового человека. Здорового физически, морально, психически и так далее. Вот. И здесь вот как приобретаются эти души, как они появляются. Да, самое главное считается йог. В ней сохраняется как раз таки самое главное начало человека. Да? То это связь вот с предками, вот то, что сегодня принято назвать генетической памятью и так далее. Да? И якут, она бессмертна, она после смерти человека возвращается обратно. И она может так вот уходить, возвращаться, пока не произойдут какие-то другие обстоятельства жизни человека, которые заставят ее дальше продолжить свое существование, свое бытие несколько иначе. И вот и якут нам даруется УНИП. У него множество названий, это зависит от локальности, смотря с каким родом, в каком вузе была проведена беседа, и будет все это записано, да, в 15 веке, начале 20 века. Вот, и Айгыр, богиня, она не дарует эту душу, она является тоже медиатором. Ей дают эту душу божества, чтобы она принесла эту душу ребенка в средний мир. То есть не она создает. Да? Это уже душа, которая хранится где-то там,
какой-то такой абстрактном мире хранилища душ. Вот. И, значит, человек должен заслужить право иметь свое потомство. И так как большинство записей сделано в 19 веке, тут, видимо, какие-то патриархальные устои наложились, да, патриархальные представления, и считается, что это должен заслужить именно мужчина. И душа дается ребенка мужчине, мужу. И они спускают в средний мир и внедряют душу ребенка через тело мужчины. И потом в процессе полового акта душа переходит в лоно женщины и так зарождается в жизни. Да, и поэтому мужчины говорят, что это мое творение, да, потому что он заслужил это право. И когда бывают были семьи, которые не могли долго иметь детей, считалось, что это мужчина чем-то обидел богиню, что она решила проходить мимо него, проходить мимо этой семьи, и таким образом она не даровала эту душу. И тогда нужно было провести обряды, но это уже другая тема. Дальше, вот. Здесь тоже, на самом деле, все логично. Да? Старину женщины рожали, стоя на корточках, на коленях, держались за березку, и ребенок, когда рождался, он, условно говоря, падал на землю, в земляной пол, постеленный соломой. И при соприкосновении тела ребенка с землей, от земли человек получает свою душу, земля-душу. Вот эта земля-душа, Господь отвечает за наше физическое тело. Если у нас что-то болит, если что-то серьезно болит, это значит, что Господь, злые духи утащили в нижний мир, держат в плену, мучают и так далее. То есть у нас, значит, проблема с Богом. Дальше Салгынкут, опять-таки, тоже очень логичное его название, когда ребенок делает первый вдох, он с воздухом приобретает свою Салгынкут. Салгынкут отвечает за ментальное, за психическое, за вот нашу душу. Да? Вот. И если у человека какие-то проблемы с небом, психикой и так далее, считалось, что это у него Салгынкут стабильно находится. И все эти три души стабилизируются и начинают жить вместе друг с другом в одной секте где-то к 7 годам. До 7 лет считается, что это такой очень нестабильный человек, которого можно легко испугать, вывести из какого-то нервного состояния, он может быть подвержен болезням, как раз из-за того, что эти души пока еще не пришли в свою гармонию. Вот. И, значит, здесь вот дальше идет уже часть шаманизма, да, для чего нужен шаман и как лечили человека шамана. Очень коротко, если сказать. Шамана призвали, когда человек болел, для того, чтобы он провел камлание, нашел злого духа, Абага, который унес эту душу, вступил с ним в коннект, узнал требования этого Абага, пришел, передал. Вот ему надо там трехголовую, трехтравую, там, скотину, у которой какая-то мазь, какие-то рога, какой-то копыта и так далее. Находят, убивают, он эту душу берет, спускается обратно и обменивает душу. Это хороший сценарий. Ну, при каком могли и так далее. Вот как шаман лечил человека. Не травками, не мазью и так далее. Вот для чего нужен быть шаман. Да? Вот. И все это, опять-таки, в зависимости от того, что у него болит. Вот. И, значит, когда человек умирает, Салгынкут самый первый покидает душу, когда мы спускаем последний душу, да, наша Салгынкут душа покидает нас и растворяется. Гуркут, оно разлагается вместе с телом в земле, оно возвращается в землю, и оно вместе с телом разлагается. Да? Но пока это тело находится в процессе разложения, считается, что она есть, поэтому боялись погребения, да, что до сих пор там есть эта душа. И она может его услышать, там, и так далее, и пойти за ней. Да? Вот. И вот она, если человек был нормальным, приличным человеком, прожил весь сценарий жизни, все, что должен был сделать, сделал, да, она возвращается обратно в это некое хранилище душ. И потом, когда-нибудь она вернется обратно. Если сценарий был плохой, и человек там покончил жизнь самоубийством, если там он очень сильно болел, умер молодым, допустим, да, умер в каких-то неестественных условиях, то считалось, что это Иркут вынуждена остаться здесь. Она не может покинуть, потому что она не прожила весь сценарий жизни. Да, и поэтому жизнь считалась самой главной ценностью, и нужно было ее прожить со всеми горечами, с радостью и так далее, потому что жизнь. Да, ее нужно было прожить полностью, только тогда получает полностью.
человека есть понятие «сюр», это вот уже личное качество, да? Это возможность жизни внутри общества. Вот. И, значит, те три души и «сюр» должны были быть у человека, ну, у нормального, морально зрелого человека, как раз таки вот ими оно и измеряется. Именно ее. Ну, у нее там своя большая история, еще кто-то вернулась, но это немножко другая. Если время останется, я останусь. Вот, и значит, погребение, мы переходим, собственно говоря, к смерти, вот человек умирает, и существовало несколько способов погребения. Они все существовали параллельно. Это не сначала одно, потом другое, да, мы были параллельны. Самый распространенный, видимо, в старину, самый архаичный способ погребения – это воздушный. Это мы знаем, как сейчас называем, да? Он был у многих народов Евразии, у народов Сибири и у народов Якутии есть практически все. У ингусов, у тагиров, у якутов он есть, да? Здесь, ну, чисто для нас, археологов, минус в том, что они до наших дней не дошли. Вот вы видите фотографии начала 20 века, конца 19 даже, и видите, что они уже полностью. Да? Вот, и воздушным способом погребали не только человека, но и вот лошадей. Вот, и считалось, что, ну, как объясняют этнографы, да, считается, что таким образом душе легче покинуть средний мир. Ну, это более как, сложно, конечно, сказать, что именно испытывали при этом люди, но вот, и вот, например, Лохут Муртугун, он там же как раз воздушное погребение, поэтому у него есть возможность встать и выйти из этого погребения, да, иначе как бы она это сделает. Вот, то есть воздушный способ погребения у нас существовал, это мы с вами запомнили. И вот что интересно, Амангасы, во всяком случае, сейчас, и вот то, что известно из литературы, да, они больше встречаются в лесах, в лесах, не как вот современные радиолазы. Вот, второй способ – это наземный, то есть это когда не на столбах, на воздухе фактически тело находится, да, а укладывают на землю и вокруг уже сооружает сооружение, нормативное сооружение, в данном случае. Такое название еще иногда улах-арас, да? Есть название еще сайба, но оно более в северных районах распространено, но вот именно у нас мы тоже называем сайба. И здесь вот если открыть вот эту верхнюю крышку, то там будет лежать человек. Из тех, которые сохранились, видимо, из-за как раз своего нарратива, люди больше помнят, да, это погребение шамана. Шаманок, еще большая часть. Вот те, которые я видела своими глазами, да, это всегда было погребение шамана. И там были дары, там поношения небольшие и так далее. И люди до сих пор за ними, ну, не то чтобы ухаживают, но вот старики, там, охотники, через земных находятся, как правило, смотрят, да? Один раз было такое, что спрашивали, там, видели ли, отправили, я посмотрю, что вы оттуда ничего не забрали. Да? Вот. И они довольно интересные, потому что, ну, это возможно посмотреть. Ну, для нас, конечно. Вот. И они больше распространяются в Львивской зоне, в Сунтарском довольно много таких наземных погребений, например, в Заречье не так много. Возможно, раньше было больше, но, к сожалению, они подвержены пожарам и так далее, поэтому они не сохраняются. Вот. Дальше, ну и самое распространенное – это грунтовые погребения. Было такое мнение, оно сейчас уже несколько устарело, опять-таки с развитием погребальной археологии, то, что воздушно – это всегда шаман. Да, простых людей всегда хранили в ней. Но оказывается нет. Грунтовые погребения, вот самые ранние погребения вообще якутов, предков якутов, это именно грунтовые. Погребение воинов, там 15 века, которые мы находили, это всегда грунтовые. Древних, совсем древних, наземных, воздушных нет. Возможно, они были, конечно, да, но в всяком случае их не зафиксированы, только зафиксированы как грунтовые. При этом надо сказать, что все, что вы видите там в баласах и так далее, это позднее, это 19 век. Поэтому они, собственно говоря, стоят. И это не является объектом интереса для нас археологов, потому что христианский обряд, это лежит человек. У него есть свечка, есть все. Поэтому мы люди не изучаем. Они охраняются, например, именно это кладбище, оно охраняется государством, как памятник общества.
Да? Вот, вот те, которые мы раскапываем, скорее всего, были просто у них уже давно все сгорело, и они приходят к какому-либо провалу. Вот, и, как я сказала, абсолютное большинство погребений, которые изучены, которые известно, это именно погребение. Почему было сразу несколько способов, да, воздушный, наземный и грунтовый, это как раз-таки о наших корнях, о наших исторических корнях. В нашей истории, этнической истории, были племена, народы, которые практиковали разные способы погребения. И мы от наших предков сохранили разные способы. При этом есть внутри еще тоже свои собственные разграничения, которые мы даем. Да? То есть это форма погребения, это только одна часть, которая может нам давать какую-либо информацию. Вот, это тоже часть грунтового, но это курган. Вот, тоже считал, что кургана у нас нету, кургана это вот Алтай, Казахстан и так далее. Да? Ну, у нас тоже курганная форма есть. Но это вот курган, это форма над другим сооружением. Это грунтовое. Там человек лежит внутри, да? Он закопан в землю. И вот наверху сооружен такой курган. И вот первые раскопки курганов были произведены Архиповым еще в 70-е годы. Тоже в Верхнеюрьском районе они были. Это вот насыпи. Тут, как вы видите, высота не очень большая, где-то 50 сантиметров, наверное, тут уже повыше, а вот те, которые раскапывали в Верхнеюрьском, они вот практически острые, довольно высокие. Это вот земляной курган, и вокруг есть ограды. Он действительно остатки ограды. При этом, что интересно, в некоторых районах курганы практиковались вообще до недавних времен. Вот в Султанском улусе одно было практически 20 века, но имеется курган. Да? И не обязательно человека, потому это погребение, наш коллега молодой археолог, раскопал, это погребение собаки. Собаки тоже огромный курган, и там маленькое погребение собаки. Вот, опять-таки из-за того, что их мало, и они очень локализированы, да, пока, во всяком случае, они в Султанском районе, пока объяснить сложно, почему именно выбирали данные, почему собака, почему человек. Здесь вот пока у нас много вопросов. Ну, вот знаете, данные у нас уже были. Вот, другая вот форма уже обращения с телом, можно сказать, да, это кремация. Кремации тоже были. То есть не обязательно вот просто человек положили, но это еще и кремация. При этом есть кремация человека, коня тоже. Есть, да, погребение с конем, который был в конце, там тоже погребение. Ой, кремация. При этом есть кремация тоже, это очень интересная часть погребального обряда, погребального обряда, где тоже есть своя собственная вариация. Например, важно узнать, это раскопали яму, человека положили, и там его сожгли. Или его рядом сожгли, и, ну, как, не знаю, сгребли, уложили, оставили в яму. Или это вообще где-то сожгли, принесли, положили. Да, и поэтому те, которые изучают кремацию, это ну, в основном в Центральной России, там достаточно много кремаций, вот у них прям целые там разборки бывают. Вот. Из того, что кремация была распространена у якутов, мы знаем еще из документов Мазар Базеков, внук Тыгына Тахан, да? Кангаласский князь, ездил в Москву аж 2 раза к царю, да? Вот. И среди документов вот этой депутации есть то, что вот, когда они сами первый раз ездили, Намский князь, он умер в Москве. И он оставил завещание, которое вот прям задокументировано, хранится в архиве, запись о том, как все это происходило. И он сказал, по вере наших предков я повелеваю мое тело сжечь, останки передать Мазары, чтобы он передал мои останки моим родителям, ну, родственникам. Да, то есть, ну, так хотим написано по нашей идее. То есть это довольно распространенный способ. При этом кремации, здесь тоже, почему их мало найдено у нас в Якутии, да, и почему вообще в целом не сложно найти, потому что их, для них вот яма, гроб и так далее, они бывают очень слабые. Это можно сделать что-то яму, туда вот пепел положили, и все ушли. И мы никак никогда это не найдем. Грунтовые находим, потому что это вот гроб, саркофаг, они глубоко, это яма, грунт
и появляется провал. Таким образом мы находим, да? А кремации найти очень сложно. Вот это была найдена, потому что она в гробу, в саркофаге, и она все равно, как обычно грудное погребение, просела, таким образом ее нашли. Да? Это была женщина, и тут она не полностью кремирована, как вы видите, это частичная кремация. И тут опять-таки же были вопросы, ее в каком виде нашли, может она в пожаре сгорела и так далее, и так далее. И решили, что, скорее всего, она где-то была частично обожжена, потом ее уложили в гроб. И при этом гроб, стенки гроба изнутри, они вот здесь вот самого костра погребального не было, да, иначе вот это видно не сохранилось. Но внутри, вот какой-то факелом горящим, все равно какой-то обряд провели, потому что изнутри видно, что она была сожжена. Вот. Вот слева очень интересное погребение, это тоже в Красном Госе было изучено нашим институтом. Здесь вот, видите, вот сразу поддернули. Это вот где-то 10 сантиметров поверхности земли. И здесь останки частично кремированной женщины, есть раздробленный череп. Вот эта часть руки, немножко тут ключица и так далее, не заметна вообще. При этом ее не здесь сожгли, ее где-то сожгли, принесли и уложили в анатомическом порядке. Вот что люди в это вкладывали, да? Принести частично сожженные останки и уложить в анатомическом порядке. Не просто вот положить. При этом это не основное погребение, это сопровождающее погребение. Потому что под этой женщиной есть погребение другой женщины, которая погребена обычным способом. То есть это ярусное, еще и кремация. Это вообще очень деревянное погребение. Тоже, опять-таки, что ими двигало, точно ответить сложно, можно фантазировать, что угодно. Она была его рабыней, там, не знаю, родственницей, она его убила, там, все что угодно. Да? И поэтому здесь очень много такой вот, нужно искать другие параллели, это типические параллели, Салиферит, и так далее, что двигало людьми в подобных случаях. Вот, поэтому кремация это очень интересно. Мы знаем, что они точно были, но пока они не были. В одно время захоронили, да? Видимо, в одно, потому что я ладно. Потому что иначе там было бы, вот мы изучаем, почему сидим кисточками, наверное, кисточками, вот так вот сидим, а не раскапываем как картофельное поле, потому что каждый миллиметр важен. И если бы ее похоронили отдельно, то не вырыли яму, она была бы видна, что есть одна яма, в ней есть еще одна яма. Вот по цвету грунта можно определить. А тут такого нет. И, видимо, она как раз таки. Ну и бывает такое, что есть понятие вкусные погребения еще, да? Например, когда есть основное погребение, ну, какого-то предка, ну, неважно, какого-то человека, да? И умирает еще один человек, и чтобы для него не выкапывать другую яму, его рядом могут там присоединить, скажем так, да? Такое тоже встречается, но, как правило, это связано именно с погребением детей. Для детей отдельно старались не хранить, ну, яму не выкапывать, их укладывали, например, прямо в люльках, укладывали над могильным сооружением другого человека. Таких достаточно много встречается, и когда вот ближе стоящие погребения даже 19 века, внутри некоторых можно видеть люльки, остатки младенцев и так далее. Да? Вот, и при этом не обязательно не должен состоять родственник с тем, кто внизу пока, но просто по взрослому человеку уложили маленького человека. Вот, и, значит, вот тут вот, скорее всего, эти женщины были погребены вместе параллельно. Вот. Также есть еще и разделение, вот если как грунтовое говорить, там просто самые разнообразные. Есть одиночные, то есть когда этот человек один лежит в собственном саркофаге, в собственной яме, это все его, да, все его вещи. Вот. А есть групповые, это когда два и больше. Здесь это очень известное погребение, шаманское дерево называется, в Черчинском улусе. Здесь погребено, как вы видите, раз, два, три, четыре, пять человек. Вот эти погребенные в одном саркофаге, в одном гробу, да, точнее, люди, это богатые семьи, потому что вот здесь уложены их сопроводительные материалы, тут 3 седла, всякие бисер, котлы и так далее, и так далее. Ну, много вещей. Это хорошо жившие люди, да? Вот. Но они умерли
оказалось, что здесь погребена женщина, это ее сын, это ее дочь, и это ребенок вот этой ее дочери. Скорее всего, они умерли от какой-то болезни. Но это такая болезнь, которая не сохранилась в их ткани, потому что искали специально не нашли, да, но какая-то вот инфекционная бактериологическая болезнь была. И, значит, женщина головами сюда лежат, мужчина головами туда, и мальчик туда лежат, как положили, да? При этом здесь находится погребение, рядом уложенное тело младенца, который не является близким родственником, и его не положили, просто рядышком положили. Тоже интересно, почему не положили? Вот, может, он по статусу как-то не мог соответствовать, чтобы его не заслужили, чтобы его хранили. Может, он не был близким родственником и так далее. Ну, тут вообще неизвестно, какая драма происходила. Вот, но тем не менее, такое погребение довольно интересно. И здесь еще недалеко было погребение еще одной женщины, которая тоже является христианской. Вот, так что вот такие групповые погребения встречаются очень редко бывает. Как правило, у нас такие вот индивидуальные, одиночные. Вот, и все, кто вот, групповых встречаются, ну, все довольно загадались, скорее всего. Да, потому что других у них, например, нет травм, если вы на них напали, потому что произошло, все равно неделя осталась. Потому что они довольно хорошей сохранности. Вот женщина, она очень мумифицирована, у нее довольно хорошо сохранилось тело, и можно было видеть. Вот. И, как вы видите, здесь вот плотность уклад тел, какова здесь и какова там, да? Вот этот мужчина, который слева, это одно из самых ранних погребений. И что отличает это погребление от более поздних, 17-18 века, то, что он довольно-таки вольготно расположился в своем гробу. Да, он еще как-то лежит, у него седло под головой, шарон ему рядом, у него оружие, котел, посуда, призна, все упаковано. Да? Вот, и чем ближе к нам, тем погребление становится уже. Вот сама колонна погребальная. И вот сама яма, она становится все уже, меньше. И вот, 18 века погребение часто бывает, что тут видите, насколько вот широко, да? Тут еще пространство видите, младенец уложили. А вот чуть более поздно бывает так, что вот ровная колонна только может впихнуться в эту яму, и больше ничего. Это, опять-таки же, объясняет много тем, что вот, становится более развитым страх смерти и страх мертвеца. И поэтому стараются все пространство, которое есть, полностью заполнить. Там не должно остаться ничего пустого, потому что распуска, считается в якутской культуре, значит, туда что-то должно попасть. Да, и поэтому и сейчас стараются ямы делать, чтобы ровно попал гроб, да, гроб, чтобы ровно лежал человек, никак не 2, не 3, это там много человек может поместить, да? И с точки зрения вот этих людей, да, вот 18 века, вот этот гроб был вообще неприемлемый. То есть у них тоже внутри мировоззренческие представления развивались. Это вот не так, что какой-то эталон, который был, там веками не изменялся, нет, он вообще изменялся. И на это влияло, конечно, и распространение христианства, других представлений, которые приходили с новыми культурами, с другими там, народами и так далее. Вот. И по поводу позы тоже бывают совершенно разные. И они служат для нас вообще маркером какого-то особенности именно этого погребального обряда. Да? Здесь мы видим погребение 2 женщин, индивидов женского пола. Вот. Здесь это подросток, ей где-то 14 лет всего. Совсем юная, у нее тонкая тельце, косточки очень такие легкие. А здесь у нас тоже молодая женщина, но она уже более взрослая. Это вот частично разрушенная. Да? При этом мы видим, что у них схожая поза, они лежат оба на боку, но это совершенно разные погребальные обряды. Да? Здесь вот это погребение, которое слева, оно, видимо, более раннее, потому что у него вот, сам гроб практически не сохранился. Там только какие-то еле-еле видимые, такие трухлявые фрагменты
внутренние отдельные конструкции были, и там уложена листа была. Она чуть-чуть где-то листа не видна. И что самое драматичное во всей этой истории, у нее там было с тазом, она шли маленькие косточки младенца. Она была беременна. И где-то вот, ну, я не разбираюсь в костях анатомии младенцев, да, моих плодов, но вот где-то 7-й, 8-й месяц, может, даже кости сохранились. Совсем был маленький, конечно, косточки сохранились. И вот, и они вот настолько прям прилипли к тазовой кости женщины, что мы еще подумали, что это корни растений. Бывает такое, да, оказалось, что это растение. Вот, и, видимо, из-за того, что она беременна, ее уложили на руку. Может, что она не могла лежать. Да? Вот уложили на руку, чтобы ей было удобно, и так как она, возможно, привыкла спать во время беременности. Ну, тут опять-таки много могут придумать. Вот, здесь же, эта же девушка, видите, у нее гроб на самом деле, да, вот эта вот стенка гроба идет, он довольно-таки длинный. Она могла спокойно лежать полностью на спине вот так. Ну, или даже на боку вот так, в принципе, она поместилась. Но по каким-то причинам ее гроб максимально уменьшили. Вот это лежат просто бревна, которые можно просто снять. И специально уложили в тесное пространство. При этом ее руки, видите, здесь она вот как-то перед собой выложена, да? Как вот здесь у нее руки были вывернуты вот так вот и связаны. То есть она вот, ее тело приняло неестественную позу. Не просто когда вот обмякла или да, а вот очень, как то, что не позволяет мышц, там, сухожилия и так далее сделать, ее руки вот так вывернуты вперед, вот так вот, и она полностью обмотана веревками. Здесь вот даже так часть веревки. Да? Вот. При этом девушка из хорошей семьи, видимо, потому что у нее одежда, фрагменты одежды, которые не сохранились, просто шикарные. Там такая вышивка, которой в ни одном музее у нас не было. Да? В 19 веке такой вышивки уже не было. Она вот технология, которая в этом времени игралась. У нее множество металлических украшений на самой одежде. Здесь есть, здесь бисер есть, вот очень интересное платье было, которое, к сожалению, только фрагмент сохранился вот на груди. И у нее серьги и нагрудное украшение. При таком костюме с этой девушкой должно было быть похоронено множество предметов. Посуда, ножницы, нож, еще что-то, но у нее нет ничего. Единственное, что у нее было, берестяная проволочка, тут у нее за головой лежит. И там такой орнамент такой, ну неплохой, как это ребенок нарисовал. Совсем простенький, для девушки такого уровня, совсем простенький сосуд. И, видимо, из-за того, что она вся связана, что у нее такая поза, и у нее такой вот гроб из шапах, он был очень небрежно сделан. Мы пришли к выводу, что, скорее всего, у этой девушки были очень серьезные проблемы возможного здоровья. И что таких людей все равно боялись. Я считала, что нездоровые люди рождаются от связи с духами и так далее, или на небо, душу не смогли спасти и так далее. То есть представление о том, что этот человек будет нахрен, этих людей боялись. И, соответственно, вот это отношение к живому человеку всегда отражается к тому, как его похоронили. И эту девушку похоронили очень небрежно. И, скорее всего, к жизни относились не очень так же. И поэтому ее вот уместили в пространство, потому что, возможно, она и в жизни жила в каком-то ограниченном очень пространстве. Что, может, она наносила себе травму, другим людям, может, она наносила травму. Да? И вот у нее таких вот физических травм, там, переломов и так далее, у нее на костях нет. Что-то вот, какое-то несчастье с этой бедной девушкой произошло. И у нее даже тут вот пальчики видели в стопах, и даже вот она не полностью, она вся сжатая была. Вот. Так что вот обращение с телом, оно тоже говорит, может намекать на нашу жизнь. Вот. Здесь у нас погребение вот, относительно свежее, пару лет назад было найдено рядом с Свердловском, в одном из самых известных инстамест, не буду говорить потом. Вот. И здесь вот это вот пример такого хорошего, публичного, богатого погребения.
человека относились очень хорошо. Это был авторитетный мужчина, примерно 50 лет, 60 лет, ну, то есть проживший свою жизнь. И потому, что с ним похоронено, да, видно, что его прямо уважали, его любили. И он, видимо, заслужил это не только своим происхождением, но еще какими-то личными качествами, да, потому что всегда радуется. При этом мы видим, что у него вот саркофаг, он широкий, да, но длинный, внутри него гроб. Он лежит сам на гробу, вытянут, у него там у головы стеклянная бутылочка с пробкой, рядом чашечка, которая, скорее всего, вкусный какой-то напиток был. У него шелковая рубашка, у него шапка с золотым шитьем, золотой вышивкой, да? У него перстни, нож, пояс, остатки одежды довольно-таки хорошие, у ног какая-то одежда лежит. И у него есть специальный отсек, в котором было около 30 предметов. Представьте себе, здесь вот 30 предметов. И все предметы, они очень хорошие, очень качественные, очень красиво сделанные. Да? Вот все, что вы увидите в музее, посчитайте, вам такая красота, скорее всего, что аналог будет у него. Это две такие копия резные, просто шикарные, трубка курительная, привозная с эмалью, иглы, ну, может, интересно, да? Какие-то предметы для рукоделия, поэтому подложить, скорее всего, это будет заниматься чем? Где-то ремеслом. И у него листовой табак. Это очень хороший, прям, что не пахнет табаком, это только что доставили. Вот, и самое главное, что подтверждает его высокий социальный статус, это то, что с ним похоронена лошадь. Прям вот придык к нему, да? При этом это молодой самец, он с муздом, у него узда есть передние конечности, под котелком, задние конечности, спины нет. Такое случается. Вот, и вместо спины там уложено седло. Седло очень шикарное, как серебряное. И звездочки на передней части, на задней. У него котелок, внутри котелка еще куча предметов и так далее. Тут где-то больше 40 предметов. То есть это все говорит о том, что этот человек будет очень уважаем. Вот. И это здесь, опять-таки, мы видим, что его похоронили подобающим образом. То есть в смерти всегда отражается жизнь этого человека. И все равно какие-то намеки о том, примерно как прожил жизнь своего человека, всегда можно узнать, как он будет похоронен. Это отражает по сегодня тоже. Да? Чем у человека более авторитетную жизнь он прожил, не только в профессиональном плане, в семейном и так далее, тем более значим будет его похоронен, и детальный ряд, он будет соблюден максимально полностью. Да? А вот совсем новые фильмы, как родной, родственник и так далее, это вообще минимальный набор, который лишь бы условно провести без этого. Да? Вот. И еще следующее, конечно, это то, о чем я говорила, это пищевой комплекс, то, с чем человек хоронит. И здесь, конечно, мужчина и женщина различаются. Ну, здесь у нас пищевой комплекс мужчин, даже не просто мужчина, а воинов, потому что там бронебойные механические стрелы. Это не для охоты, это для войны, конечно, да, они различаются. Вот. И вот есть погребение воинов, поэтому мы говорим погребение воина, а есть погребение мужчин, потому что есть механические, которые могут быть только для охоты. Ну, для охоты, для войны, но для охоты. Например, Тамар, вот этот механический, он для пушнины. Не для войны, а для охоты. Да? Вот. И по одежде, конечно, вещевое понятие вещевой комплекс входит не только сопроводительные детали, но и одежда, которая на этих погребенных. И здесь есть вариации. Но чаще всего все-таки старались похоронить в полном костюме. Неважно, когда умер летом, зимой, да? Погребение можно узнать, какое время совершены, но преимущественно это все-таки теплого времени года. Потому что, наверное, читали, да, что раньше там, оставляли в его номер, ждали весны, если человек зимой уходили, весной возвращались, когда земля тает, и тело уже убирали. Возможно, поэтому больше погребений теплого времени года, но и зимние тоже встречаются. Вот, и, как я сказала, неважно, какое время человек умер, старались его полностью одеть. Например, вот это погребение Милены Камбасова, одно из самых шикарных женских погребений,
она вообще полностью одета, у нее вот шуба с орлом, внутри там вот с короткими рукавами, ну типа камалая одежда, у нее платье, под ним шелковая рубашка, тазики, ноговицы бывают двуслойные, то есть нижняя красивая, верхняя меховая, обувь тоже такая бывает, у нее даже, вот видите, бачки, но при этом погребение не изменили. Вот, то есть они вот когда погребали, старались упаковать все, что нужно будет этому человеку в другой жизни. Позволить вести ему тот же образ жизни, который он был здесь. И здесь я подметила несколько таких интересных моментов. Например, мы знаем, что наши предки представляли себе другой мир мертвых, да? Как вот какое-то, опять-таки, абстрактное пространство, но до которого нужно дойти. Да, это же путь в мир мертвых. Да? В фильме «Союз», например, это человеку нужно было дойти до Союза. Помните? Сюжет. Очень красивый, очень архаичный такой сюжет. Если не смотрели фильм, обязательно смотрите. Вот. И вот он должен был дойти. И тоже представление, он должен дойти. И поэтому у богатых, чтобы они дошли быстрее и комфортнее, с ними погребали лошадь. Любимую, издовую именно лошадь. Да? Там, с людьми попроще старались запасную обувь положить, чтобы они тоже дошли. У них есть еда дорожная, у мужчин бывает еще этот смирчак маленький, со сюдиком вниса бывает, и так далее. Но при этом я заметила, что вот это представление о том, что это путь в мир мертвых, он все-таки отличается гендером. Это мужчины должны быть, как будто, да? Это у них есть лошади, у них есть запасная одежда, у них есть запасная там, дорожная еда, сосуды, мысли и так далее, и так далее. А у женщин нет. У них нет запасной одежды. Практически вообще никогда нет. Редко бывает, но это ритуальная одежда. Там, у них редко бывает кони, бывает, но очень больше. Да? И вот эта погребальная пища, которая с ними тоже похоронена, тоже несколько отличается. То есть, видимо, здесь все-таки еще какие-то другие контексты тоже есть, которые мы пока не углубили, но мы к этому идем. Вот. И у детей тоже бывает минимальный набор, но зависит тут опять-таки же от статуса, от богатства. И самые такие яркие, самые показательные погребения, конечно, погребения богатых. Вообще все, что раскопано археологами, это преимущественно погребение богатых. Потому что бедного человека ямку выкопали, положили все. И эта ямка не глубокая. И мы ее не найдем. А богатые в силу вот мощности, да, масштабности самого погребения мы их чаще находим. Вот. О том, как относились к этому погребенному человеку, можно судить еще и по могильным конструкциям. Вообще вот в погребальной археологии, в теории погребальной археологии есть такое общепринятое вообще по всей Евразии, возможно, там зарубежная археология, скорее всего, тоже, да, что статус показывает мощность надмогильных, внутримогильных конструкций, количество инвентаря погребенного и сам состав этого инвентаря. Да? Вот. Потому что такие вот красивые резные Сергея, да, вот эти надмогильные сооружения, ограды и так далее, будут делать только для очень уважаемого человека, для которого вот не пожалеют сил, средств. Ладно еще вот деревянные поставить где-то вот в власти, да? Бывает погребение на морали, для которого среди тащили груды камня, чтобы соорудить ему погребение. Например, есть такое погребение подростка. Ему было всего 14 лет мальчику, 12-14 лет. Но он заслужил такие погребения. Вот набором, это надо самим еще забраться, все это надо тащить. Среди камней, вот каменистой почвы, выдолбать ему погребение ему, его коню, и покрыть это еще и вот эти камнями, которые не здесь, в этой горе находятся, а находятся у реки. Да? То есть это уже говорит, что не просто ребенок, это какой-то супер важный ребенок. Да? И поэтому по сложности всегда нужно понять, что это человек. И вот старались для особо уважаемых лиц своего общества, старались, конечно, сделать это погребение. Вот и здесь, если вспомнить шаманские погребения, надо сказать, что не всегда шаманские погребения столь же богатые, высшими, да, потому что
Шаманы редко были именно представители богатых, это шаман. Человек, он может, шаман появиться в любой семье. Да? Вот. Но бывают погребения шаманов из таких вот, видимо, богатых семей тоже, потому что несколько лет назад мы нашли погребение шамана. Он был молодой, ему было всего 18-19 лет, совсем молодой человек. Но его вот предметы, которые вместе с ним были погребены, его одежда, она очень хорошая, очень качественная, очень красивая. И видно, что на само изготовление этой одежды, которую он носил, ушло много сил, и оно явно дорого стоит. Вот. Но, как бывает, не всегда, когда я сказала шамана, здесь уже руководствуется другим принципом. Именно вот его статус, это уважаемость в обществе, его происхождение обязательно тоже, и вот какой-то вот набор личных качеств. Вот. И тут я могу сказать, что, к сожалению, вот эти прекрасные положения с каждым годом их становится все меньше, меньше и меньше. Вот, и видите, там конская голова рисовая. И если заметили, конечно, я не знаю, насколько вы оглядываетесь на кладбищные военные сооружения, но особенно в Улусах видно, что вот этот мотив вернулся. И вот опять военное сооружение стало довольно много. Часто встречается. Ну, это, конечно, связано с тем, опять с тем, что это путь к миру предков, да? Вот, и про век, да, почему вот все эти связывания, глубоко закапывания, уроки саркофаг, да, еще бывает березой покрыто, щели все бывают заделаны березовым варом, либо уклен толченым, вообще множество процессов, особенно в грунтовом глубине встречается, да, на наземных тоже встречается, когда максимально постарались сделать так, чтобы этот человек там остался. И никаким образом он оттуда не смог выйти, условно говоря. Да? Это связано с архетипом смерти, в том числе с понятием юр, в якутском, в темной мифологии, скажем так, да, в темной части нашей духовной культуры, представления о злом начале. Юр – это одно из самых, наверное, ключевых. Это неупокоенная душа человека. Юр как раз-таки превращается души людей, которые умерли неестественной смертью и, как правило, в молодости. Да? То есть эта душа не прожила весь сценарий своей жизни. И для того, чтобы в не превращались, тоже проводили разные обряды. Помните танец узоры? Вот, она же как раз, как появился этот танец, да? Вот история этого танца, даже очень такая печальная, и при этом всем душезатрагивающей. Да? Была шаманка, у нее умерла дочь, очень молодой, и эта шаманка, чтобы ее душа этой девочки не превратилась в вверх, в этом танце, привязав мертвое тело к другим танцующим людям, в танце она прожила всю свою жизнь. Она вышла замуж, у нее были дети, она занималась хозяйственными делами, что у нее там коров доила и так далее. Да? То есть весь сценарий жизни сокращенно в этом танце она проживает. И таким образом мать пыталась как раз предотвратить то, чтобы душа превратилась в мир, чтобы она покинула средний мир из этого, скажем так, колеса сансары, отрицательного, и вернулась в это хранилище, стала свободной. Вот. А те, которых не смогли такое сделать, они превращаются в ювелир. Самый известный ювелир, конечно, был Бураита, Сохо Джекобана, Алтанаита, Бахсаита, Акрофена Жиганская и так далее. Их множество. В каждом наследии, в каждом усе были свои ювелиры. Но из них вот самые известные, они сохраняют до сих пор имена, мы все их знаем, и боится до сих пор, настолько они сильны, настолько сильна их история. Да? Вот по поводу вот этих вер женщин, да, как правило, это женщины, очень часто это женщины. Мужчин вер вообще вот один-два, но я знаю точно Бахсани, да, Бахсито ее еще называют, мужчины. А остальные, они вот женщины. И они вот, очень есть тонкая грань между вер и между божеством. Например, вот Бураита, она вот из вер неупокоенной души, да, потому что ранние тексты всегда говорят о том, что она страшная, причиняющая страдания, ее пытаются всегда как-то вот, чтобы
чтобы она не принесла горя, да, пожалуйста, пощади нас, нас не трогай и так далее. И она вот какую-то грань перешла, когда она превратилась в стали к ней обращаться «помоги нам». Вот где проходит вот эта грань, когда одна сторона превращается в другую, она не всегда понятна, да, не всегда она уловима, что является поводом для того, чтобы мир превратилась в божество. Вот, но тем не менее такие есть. Вот, но, например, Алтана Рита, она вот прям святой так и не стала. Она как была мир, она в мире не осталась. У нее история другая. Тоже фольклор увлекается, наверное, читали. Девушка из очень богатой семьи, вышла замуж за алтанских периодов. И во время свадебного поезда, который вот свадебный переезд случался зимой, старались сделать, потому что это возможность довести мясо, масло и так далее. Да? Летом этого не сделаешь, все сухнет. Вот, поэтому всегда зимой свадьба. Оно происходило зимой толстыми, 9 января. Да? Считается вот вообще у якутов очень много связано именно свадебных таких темных легенд, именно со свадьбами, которые происходили в январе, поэтому якуты в январе свадьбу никогда не устраивали. Как раз я снова знаю. Солоджету она тоже якобы 9 января выходила замуж, да, вот, и во время свадебного поезда случилась пурга, и они плутали и пришли на 3 дня позже, чем должны были прийти. И пока они там шли, дошли до места свадьбы, до дома мужа, девушка уже приехала в состоянии такого вот нездорового. Она не могла стоять, она не могла сидеть, она была вот как кукла. И она была абсолютно холодной. Да? И она вот в пути из-за холода, видимо, из-за этих сложных условий у нее случилось очень мягко выражаясь. Вот. И когда свадьбу сделали, она еле там посидела 1 день, и свадьба должна была там 3 дня идти, решили сократить свадьбу, и отец невесты стороны мужа попросил: пожалуйста, не обижайте мою дочь. Она была девочка, мы ее любили, она была хорошая, что-то случилось, я буду там помогать, чем могу, буду финансово обеспечить и так далее, но главное, ее не обижайте. И таким образом они договорились, и там в поведении говорится, что когда становилось холодно, она чувствовала себя лучше, когда становилось тепло, становилось хуже. И она любила есть мерзлое мясо, разрубая топором, ела только холодную и мерзлую пищу, всегда ходила в зимней одежде, и вот когда тепло, она могла просто уйти никуда. И все ее любили. И там, где ее находили, вокруг нее строили амбары. И она жила в этом амбаре, пока не становилось холодно, и она не приходила в себя. Ей туда вообще еду сырую подтаскивали, она могла втаскивать сырую. И в итоге, в какой-то момент, но при этом она уже родила несколько дочерей, и уже там повзрослев, в какой-то момент она пришла к шаману, выпросила у него узду лошади, сказала: я больше не могу, и повесилась на ней. И там же, где она повесилась, ее похоронили. И с тех пор каждый, кто брал ее в свадебное конское убранство, все эти девушки сходили с ума. Да? То есть и до сих пор считается, что она иногда появляется, слышен звон металла ее одежды, слышно, как она плачет, ходит по местам, где она вот раньше ходила и так далее, и она до сих пор в виде греха так и осталась. Да? Вот. Так что вот такие легенды довольно-таки распространены, и очень интересны на самом деле. И вот Ити считал, что причиняет вред именно своим близким. И поэтому близкие больше всего боялись этих людей и старались не посещать товарищей. Вообще в якутской традиции хоронили человека, видимо, практически сразу, когда человек умирал. Вот то, что 9-40, это уже пустые, уже близко, да, раньше такого не было. И поминать там через год, 2-3 тоже не существовало. Те нас хранились, забыли больше никогда не общались. Вот. А потом уже с распространением христианства вот эта традиция тоже появилась. Но опять-таки же не всегда до сих пор, да, выдерживается год, 2-3, там,
большинство людей приходят только на сами похороны, потом дальше уже только близкие, и то там очень ситуативно, да. Если там, беременная женщина, конечно, вообще нельзя было всей этой семье присутствовать на похоронах, если есть маленький ребенок, если там еще какие-то больные люди в семье, да, потому что считалось, что вот этот мир мертвых, в том числе вот эти две, они могут там на какие-то стенания и так далее услышать, прийти, чтобы подпитаться вот этой энергией, да, людей, которые находятся в таком состоянии тяжелом, да, и поэтому считались, старались, чтобы вообще это прекращать, и поэтому вот эти этикет поведения себя на похоронах, на погребении, прибудский, он очень такой вот сдержанный, да, нельзя плакать, нельзя устраивать институты и так далее, надо держать себя в руках, и здесь вот этикет, он, видимо, связан как раз с этими проблемами. Ну и это, конечно, понятно, потому что, к сожалению, качество жизни было низким, медицина, она только шаман, там, или там, знахарь, там, травы и так далее, это вот вся медицина народная только, да, и, конечно, ее какие-то серьезные и физиологические, и психические проблемы решить невозможно, и поэтому умирают очень часто, особенно дети, конечно, маленькие умирают, и самое большое количество, наверное, смертей, ну, кроме детей, это женщины терпения возраста, то, что умирали от родов, во время родов и от осложнений после родов. Это самые главные причины смерти. А мужчины это, во время Кыргызии это, конечно, много вот погребений воинов, у которых видно, что прямо из травмы, там, что у них были сломаны руки, ноги, ребра, ключицы, следы от наконечников и так далее, каких-то хороших травм. И смертельные травмы, которые вот оружие нанесло, там, по черепу ударило и так далее, оно, конечно, есть. Но уже вот после Кыргызии, когда действительно уже вынуждены были жить в мире, мужчинам в этом случае везло. Если он не умер, будучи маленьким от каких-то болезней, да, то взрослым он уже практически гарантированно доживет до хороших лет. Если говорить про возраст погребенных, то он самый разный. Для женщин, как я сказала, фертильный возраст самый часто встречающийся. Но вот самые старшие, старше 70 лет, еще встречаются. Довольно долго живут, хорошо живут, по этим, по костям, да, которые сохраняются, там, совсем, что были, совсем какие-то заблудные и так далее, питающиеся, таких встречаются редко. Вот эти, как я говорила, были богатые, которые видно, что они питаются хорошо. Есть, например, погребение воина, на которое точно каждый антрополог, и наши якутские, и приезжие все говорят, вот там, как он хорошо питался. У него была такая мышечная масса, да, что вот эти кости, они вот крепнее, туда крепились мышцы, они прям очень выраженные. Мы все не сказали, что он хорошо. Вот, и из таких вот интересных, да, что касается ценности жизни для наших предков, было найдено погребение человека, у которого была болезнь Бехтера. Это когда суставы, кости мешают соединяться, и от этой болезни в течение лет, по-моему, все время не болит. И у этого человека позвоночник полностью от черепа до копчика свился в одну большую кость. Это человек, который вообще не мог двигаться никак. Ну и вот антрополог недавно, кажется, они приезжали, и он говорит, это ему еще повезло, что у него кости срослись не вот так вот прямо. Он говорит, это вообще невозможно, человек вообще ничего не может сделать. А он вот как бы скрюченный, очень сильно скрюченный, но это возможность хотя бы ходить. И там что-то делать руками, это как лучше, да, если вообще можно говорить понятие лучше. Вот. И этот человек с этой болезнью жил долго, очень долго. И этот человек не молодой, это уже возрастный человек. Значит, за ним ухаживали. То, что он болел, это не стало для него причиной того, чтобы его отторгли от социума. Его кормили, за него работу делали, за ним ухаживали, и его нормально, публично похоронили. То есть наши больные, тяжело больные люди, за ними ухаживали до последнего. Не бросали так, да, нужно. Что уровень гуманизма в якутском обществе в 18 веке точно был так. То, что встречаются такие вот девиантные погребения, на то они девианты, что они очень редкие, да, из таких вот насильственных смертей, старшего похороненных,
да, что называется. Точно известно один такой сюжет, и то сейчас, как сейчас бы мы интерпретировали, если бы сейчас его нашли, я не знаю, потому что сейчас мы все-таки ездим, показываем потом антропологам, медикам, экспертам, какие-то анализы проводим, да, более четко фиксируем. Это было найдено еще в 70-е годы, фотографии практически не сохранилось, есть только рисунок, кто как рисовал, тоже вопрос, и описание самого исследователя, да, где он говорит, что скорее всего это человек, которого обвязали вокруг, и его заживо похоронили, потому что у него необычная поза, он лежит ничком низко, да? Но при этом в последние годы найдено большое количество погребений в самых разных позах, и они не всегда связаны с тем, что их специально так заживо похоронили. Возможно, человек болел и были, находили, да, случаи, когда были посмертное травмирование тела? Посмертное травмирование, один такой есть, но он под вопросом, потому что надо бы его показать еще раз, мне кажется, да, потому что, возможно, у него отверстие на основании черепа, оно расширено, возможно, его расширили для того, чтобы мозг вытащить, или наоборот еще что-то. Какие операции можно сделать, но пока непонятно. Есть такое предположение, но чтобы прям после смерти, никакой практически не случается. Травмы, как правило, либо они прижизненные заросшие, либо приведшие к смерти. Это если из последних, почему я больше опираюсь на материалы последних лет, потому что они более хорошо изучены. А ранее, конечно, их много, сколько видео, да, но, к сожалению, не всегда их показывали медикам и так далее, не всегда там можно найти хорошие документы, и поэтому они выше статистика. Вот здесь вот у нас погребение, ранние якутские, древние якутские, которые можно назвать, да? И, как вы видите, их сейчас там больше. Это вот те, которые имеют точное определение пола и возраста. Вот здесь 280, тут где-то 300 на данный момент, наверное, да? Если взять всех, где непонятно мужчина, женщина и так далее, около 400 наверное. Вот, и как вы видите, здесь я хотела показать, что неравномерно, да, грунтовок очень много, воздушных, наземных гораздо меньше. Да? Это опять-таки, потому что они сохраняются. И вот я хотела показать вам, какой есть дисбаланс. Центральная Якутия прям хорошо изучена, самая хорошо изученная Чурчинский. Прям все туда, все археологи поехали, что туда раскопали, да? А вот Вилюйская и Северная, они вот в советское время изучались одно время, и то попутно, да? И сейчас в последние годы стараются изучать. Северное большинство это французская экспедиция работала, потому что у нас этих средств нет, к сожалению. Вилюйская группа в основном это вот изучается нашим языком. Вот. И почему есть такой дисбаланс, да, почему центральная Якутия, а не Вилюйская и Северная, потому что до центральной Якутии, конечно, понятно, добраться гораздо проще, и поэтому археологи пытаются работать ближе к городу, да, потому что проблема финансирования всегда есть. И почему в целом якутские погребения больше изучаются в последнее время? Раньше считалось, что это не комитет. Разве это археология? Надо изучать каменный век, палеолит и так далее. Считалось, что вот такая вот археология коренных народов это такое себе. А сейчас, наоборот, археология для наших современных народов, которые сейчас живут, да, для нас наша с вами археология очень важна, потому что она доказывает нашу историю, нашу преемственность, да, что с каких-то времен мы точно здесь живем, что у нас были какие-то традиции, обычаи и так далее, что у нас есть такие контакты были. Это все показывает только археология. Фольклор, к сожалению, он очень быстро изменяется. Да? А вот археология, она находит конкретные предметы, конкретных людей, с конкретной датировкой, и она вот все легенды, например, она очень четко привязывает. Например, Бураида, если бы она не была найдена, да, можно было говорить все, что угодно. Там уже нафантазировать можно было что-то, но как она найдена, она раскопана или погребение, да, мы точно знаем, что она жила, что она умерла точно так, как описано в фольклоре. И это дает нам право говорить о том, что в нашем фольклоре очень хорошо, достоверно сохраняются сюжеты, а не так, что в советское время тоже была фольклор, сказка.
И поэтому стараемся, конечно, археологические работы проводить на всех доступных территориях, но, к сожалению, конечно, справляется финансово тоже. И в понимании населения. Очень часто бывает, что вы пришли, не едете, у нас я мама даже проснуться, и так далее. Было такое, что однажды мне прям за мертвых стало обидно в тот момент. Реально стало обидно, да, когда мы работали в одном месте, там случайно было найдено погребление, не нами, другими там было найдено разрушенное погребление, мы там поработали, все изъяли, там все вычистили территорию, да, привезли на экспертизу сюда. И потом там в наследии произошел пожар в администрации. Сказали, что этот пожар произошел, потому что мы раскопали этого человека. И мне вот реально обидно за мертвого. Человек умер давным-давно, а то, что вы проработку свою не проверили, ответственность за это, да, перекладываете на мертвых людей. Ну как так нужно? Вот в этом, мне кажется, есть, наоборот, как раз этическое отношение к мертвым. Оставьте мертвых в покое. Не надо свои там проблемы пожаров, алкоголизма, безработицы и так далее перекладывать на мертвых людей. Это ответственность наших, а не их, которые давным-давно умерли, уже упокоены, их душа там давно покинула этот мир и находится где-то там. Ну, может, она уже вернулась, конечно, нового человека, но это нам неизвестно. Вот, теперь вопрос. Скажите, а вот шаманов вы раскапывали, да? Да. Как там? Ну, погребение шаманов вообще редкость, и не каждому археологу удается в жизни хотя бы одно что-то найти, да, но вот мне крупно повезло, в нашем отряде, нашему институту крупно повезло, и мы пару лет назад раскопали, нашли совершенно случайно. Потому что когда копали, мы не знаем, кого никто, найдем ли вообще. Да? Вот, оказался шаман, очень интересное погребение, исследование его до сих пор. Надеюсь, что со временем оно завершится. Его костюм уже хороший сохранился, лежит на реставрации в Москве. И мы очень надеемся, что оно вернется в реставрированном виде. Наш музей будет храниться, реставрация будет. Его антропология хорошо изучена, тело. Мы знаем, что он будет очень молодым, например, да, он будет красивым мужчиной. Даже есть реконструкция его облика, но пока не может быть прям с помощью антропологов. Мы можем увидеть, какой он будет. А на улице площадь Ленина, там же тоже никто не будет? Да, это по ГУСТу же. Где мы сейчас находимся? А вот там. Там уже вот этот Троицкий федеральный собор стоит. Когда есть собор, рядом всегда есть по ГУСТу. Это, скорее всего, часть этого. Нет, нет. А шаманы только мужчины, да? Или женщины тоже бывают? Женщины бывают, конечно. Я думала, женщины у Таганки, а шаманы только мужчины. Ну, это же одно и то же. Шаман – это общее название. Русское слово «шаман» обозначает и мужчин, и женщин. Шаман – мужчина, шаманка – женщина. Удаган – это чисто якутское. Оюн – мужчина, удаган – женщина. А по-русски переводится шаман. А вот просто тела, которые не захоронены, вы рассматривали? Допустим, где-то нашли? Ну, тела, которые не захоронены, уже никак не найдем. Они разложились. Например, человек ушел в лес, заблудился, допустим, да, в 18 веке. То, что относится ко мне к археологии, я его никак не найду, уже от него ничего не осталось. Его обглодали, его косточки давно-давно обветрилось, ничего не осталось. А в современных не занимаюсь. В детстве, я помню, мы пошли ягоды собирать, Леринка класс, и бабушка увидела, и мы тоже заметили, то, что она с оттуда увела. И там лежала вот такая открытая какая-то, видимо, я подумала, что было. И там лежали кости. Это, видимо, воздушные. Да, это упавшие воздушные погребения. Вот бывают, иногда у нас встречаются вторичные погребения. Есть такое вторичное, то есть это когда стоял газ, допустим, колода, да, какое-то время решили его похоронить. Такие бывают, встречаются, и видно бывает, что это вторичное. Оно вот прежде всего связано с указом царской власти в середине 18 века. Вышел указ о том, что инородцам запрещено
воздушным способом хранить, потому что антисанитария и так далее, да, все должны хранить грунт. И началось даже так, что ходили и местная власть, да, ходила и вот эти арангасы сваливала. И поэтому, видимо, люди, которые еще помнили, что там у нас лежит предок, пытались вот превентивные меры сделать и похоронить их, чтобы их не разрушить. Это вот 18 век. А в начале 20 века у нас здесь было такое понятие, как воинствующие атеисты. Установление советской власти и так далее. Да? Особенно они были воинствующими активными рядом с Иркутском, понятное дело. И вот ближайшие улусы, они ездили и сжигали, целенаправленно сжигали другие сооружения. Потому что это была борьба с религией. Что боялись могильных сооружений и так далее. Да? И поэтому очень многое сожжено тогда. И даже известно, что вот этот сжег, вот этот, а тут на самом деле похоронен вот все, но протокол такой вот называется, встречается. К сожалению, такое тоже было. И одно время еще были самовольные раскопки. Тоже в начале 20 века, когда вот атеизм туда-сюда, вот, конечно, распространялся, видимо, для того, чтобы показать, что я-то точно в это не верю, да? Я ничего не боюсь, шли и закапывали могилы, раскапывали. Обычные люди, и кого, что там нашли и так далее, неизвестно. Как вообще, наблюдается какая-то тенденция, вот как выбирали место для захоронения? 18 Ага, да, есть, и оно, вот как сейчас памятники стоят, практически точно так же. Это должна быть северная сторона Аласа, ручья, реки, там еще чего-то, терраса, вниз, высоко. Там, как правило, бывает погребение. Ну, а вообще самый такой способ, да, узнать, есть погребение, где ты ходишь, сидишь, думаешь, какое прекрасное место. Я бы тут вечно сидел и любовался. Бывает, что место? Да. Там есть погребение. 100%. Бывает, что вы заметите, что мы много ходим. Но какой тут вид, вот бы здесь быть похоронен. Подождите, давайте посмотрим. Ну и, как правило, что бывает. И вот эти все инста-места, якутские, там есть погребение. И нет. Я читал, что воинов хоронили в полном доспехе, ну, то есть со всем снаряжением, там, с лошадью, с копьем и так далее. Но при этом, насколько я знаю, не найден полностью ни один доспех, только 2 чешуйки найдено было. Это была старая книга, которую читал. С тех пор что-то изменилось, что-то нашли, какой-нибудь больше элементов, так сказать. К сожалению, нет. То есть те 2 чешуйки — это все, что мы... Да, есть такое, что это вот гиперболизация есть в фольклоре, да, например, легенда, что о невестах бывает, что вот во время свадебного переезда невеста сказала: фу, и ты про этот аббат сказал, что это великий, что ли? И тут же она умерла, упала с коня, и тут ее похоронили с конем, со всем серебром, золотом, со всеми рабами. Нет. Да, есть женщина, есть конь. Ни серебра, ни рабов, ничего нет. Это не то, что должен показывать. Вот основа какая-то есть, действительно, да? Но не так, как все описано. И здесь вот в случае воинов, видимо, тоже похожее, что хоронили во всем обличии. Старину, возможно, так хоронили давно-давно, но вот из-за того, что доспехи стали отбирать, русская администрация начала отбирать в качестве исака, их забирали, вынужденно забирали, оно стало такой ценностью, что, скорее всего, перестали ходить. Потому что это оружие-то есть, лук есть, боевой, точно боевой, да, лук есть, например, стрелы есть, брони нет. А почему? В одном случае было такое, что это точно погребение воина, который Качок. У него рядом было множество возможно, с ним вот похоронили, но оно превратилось в... Потому что железо — это самый плохой материал для археологии. Оно вообще в земле просто превращается. А почему не хоронили или как прятали? Видимо, что-то свое, может быть, была какая-то другая этика обращения. А можете рассказать про могилу женщины, у которой найдено было много инвентаря, ну, орудийного оружия? Оружие? Да. Вот, таких якутских погребений нету. Якутские женщины очень, ну, мужчины,
женщина очень гендерно отличается по составу набора, можно понять, это мужчина или женщина, да? Кроме нейтральных. А вот северные погребения, арангасы, там действительно есть такое, что женщин вместе с женщинами погребены там, несколько бакья, батасов, наконечников, стрел, вообще легко. Но, к сожалению, другой вопрос, что там очень мало изучено, что далеко, дорого, и поэтому они мало изучено. Но действительно по глобальному обряду видно, что это другая. Ну и сейчас сложно сказать, конечно, кем они считали определенные люди, там, индусами или там, еще кем считали, да, как они себя называли. Но видно, что это другой культурный, другой погребальный обряд. И там действительно, да, есть такое. Это вот да, север будет. А с чем связано такое различие вот этих погребений? Включается ли такое у других народов северных, не знаю, сибирских народов? Вообще, да, есть такое, что у многих народов бывает симбиоз, разные обряды. И это, ну, опять-таки, можно объяснить только тем, что много компонентов будет. Вот как и даже сегодня, например, если это похороны, один там со стороны там, бабушки человек придет и скажет, надо хоронить там так вот, другой придет и скажет, нет, надо хоронить вот так. Это надо готовить, это нельзя готовить. Например, вот есть такое, я недавно заметила, запрет на изготовление дрожжевого теста на похороны. Есть семьи, которым вообще без разницы, с какого теста будет сделано, там, пирожки, там, не знаю, что делают, лепешки и так далее, да? А есть семьи, где вообще запрет. И это объясняет тем, что дрожжевое же оно увеличивается, и горе тоже увеличивается. То есть это такое ассоциативное мышление несколько другое. И это тоже связано с погребанием. Два разных погреба. Если говорить о кухне, это два разных обряда. И здесь то же самое. Кто-то считал, что нужно хоронить, кто-то считал, что надо сжигать. А есть еще вот инаковость некая выражается в том, что, например, один могильник может быть, и в нем несколько обрядов. Было бы логично предположить, например, один могильник это один род. Да? Они все похоронены одинаково, потому что они все родственники. Но нет, они тоже похоронены по-разному. Возможно, это связано с тем, что, например, вот эта невестка, да, она там из другого рода, ее надо похоронить по-другому. Да? Ну, такие локальные случаи, частные случаи всегда могут быть, конечно. Тут нет универсального, что должно быть именно так и никак иначе. Всегда очень. Потому что смерть, она очень такая вот, это очень самый консервативный обряд из всех, которые вообще есть, который сопровождает человека, это самый консервативный, потому что это последний раз, когда мы для человека можем что-то сделать, мы пытаемся сделать это как можно более правильно. И вот правильность уже вот зависит от того, кто принимает участие в организации этого обряда. Если там свадьба, рождение какая-то, ну, может, не первая свадьба, да, будет шанс там, на другое платье, там, не знаю, если бы была защита. А смерть это уже все. У него другого шанса не будет, или это возможно. Поэтому, когда мне нравится, это очень интересно, и он очень много архаичного до сих пор это, несмотря на Советский Союз, несмотря на цивилизацию, очень много древнего до сих пор. А внутри нашей практики вообще работает различается у вас коммунистические истории? На самом деле, на самом деле это ожидаемо. Ну, об этом чуть позже. Тут вопрос из онлайна. Расскажите о мумиях из шкуры шамана. Мумиях из шкуры шамана, не шкура, кожа, наверное, да? Ну, там так написали. Да. Вообще мумификация тел не только шаманов, но вообще уважаемых людей, она была распространена среди людей. И какие-то, скажем так, влияния, да, вот это же очень древний народ, это вот древние традиции, какие-то архаичные и, возможно, и какое-то влияние архаичных культур в якутском иногда встречаются. Есть в легендах о том, что были мумифицированы какие-то части тела хранились, но так, чтобы это вот было, я своими глазами видела, или в музее это хранилось, такого нет. Поэтому я 100% что-то утверждать не могу, но рассказы бывают, легенды бывают. И вот, например, есть же
хорошая шкурка из Чуках называется, да, его хранили раньше. Когда человек умирал, его душу вкладывали в этот чуках, у него была своя собственная коробочка, и она вот в одежде, в этих лапках у него там браслеты и так далее, ее там нос мазали, обращались как с человеком. Это вот что-то из этого. Это вот какая-то трансформация, переложение, вот, хранение модифицированного тела человека, перенос какой-то, видимо, Это прямо дома хранить? дома хранили. В самом уважаемом месте у него была своя открывающаяся шкатулочка, и она в ней хранилась. Вот есть очень хорошая легенда, я не помню, напечатана она или нет, наверное, напечатана. Называется «О том, как из Алепинска уплывал последний якутский дух». Прям так называется. Ну, может быть, какие-то варианты немножко по-другому, но вот смысл такой был. И там было написано, как вот последнего Чукаха поставили, для него смастерили лодочку, и эту весу туда посадили, и она уплыла из Алепинска. Последний якутский дух таким образом. Почему они в основном связаны с женщинами? Вообще, такие вот, ну, вы, наверное, заметили, во многих культурах всегда вот такая одинаково связана с женщиной. Это во многом связано с стереотипным, опять-таки, же мышлением и вот какими-то древними, древним архетипом женщин, да, что женщина, она вот ближе к природе, она более дикая, она всегда шаманка. Если она шаманка, то она более сильная, чем мужчина. Это вот все вот один из другого вытекающие. И поэтому ответ, как правило, тоже женщина. Другой ответ, да, возможный, который вот сейчас, в последние годы наука же, особенно западная наука, да, вот пересматривает старые там, тексты, старые данные, этнографические данные, в отечественной науке тоже такое направление есть, да, и оно говорит то, что, например, все этнографы, которые оставили какие-то записи о якутах, о народах Севера в 18-19 веке, это мужчины. Соответственно, они записывали то, что интересно им. Да? Тем более, это же не современный ученый, который должен быть объективным туда-сюда, и все равно мы не можем оставаться объективными. Я изучаю женщин, например, да? Объективность. И вот эти легенды, опять-таки, которые сохранились, они вот с точки зрения мужчины более интересны, более романтичны, более мистические. И вот женщина-вьюер для вас запишет, а мужик вьюер. Мужчина должен быть там воином, мужик же, он будет там ходить по балу. Да, вот. Из таких понятий тоже может быть. Потом, а мы читаем одни и те же книги, все фольклорные сюжеты, которые мы знаем из одних и тех же книг, которые записаны одними и теми же людьми, альтернативными. Это вот как почему в музеях мало картин женщин. Да? Вот они, конечно, они были, но кто их оставлял, кто их хранил? Вот здесь такое объяснение тоже. А это не может быть связано с тем, что вот вы уже рассказывали, мужчине ему клали запасную одежду, там, все в путь его готовили, а женщине ничего не клали. Нет, у нее есть. Ей некуда идти, она это... У нее есть свое. Конечно, есть посуда, там всякая, у нее там куча всего бывает, но они вот очень такие вот именно гендерно окрашенные. Ножницы, иглы, бисер, такое вот, короче, женщина занимается своими женскими делами после смерти. Да, там, мужик там отправится куда-нибудь. То есть они продолжали свою жизнь, потому что вот опять-таки же о рассказах про богачей, это же уверен, что мужики прям списывали, что читали восторга, да? Они многоженство, про многоженство. У них же как? У тебя, например, если ты супер богатый, у тебя 9 жен. И все эти 9 жен, они не в одном балагане корине живут, да? А каждая в своем ласе. Они друг друга могут вообще никогда не увидеть в жизни, да? Они сидят, занимаются скотом, там, детьми и так далее. Они тоже очень богаты, очень интеллигентны, сами вот этим распоряжаются. И мужчина вот с ними вот так вот. И поэтому он всегда продолжать все это. Женщина похоронена по своим ласам, может, после смерти тоже должен вот так вот всех обещать. Может, тоже не знаем, как же они себе представляют. Они же совсем по-другому не любили. Для них все это было настоящим живым. Да, все вьюеры, духи,
на это тоже наложено, да, поэтому у каждого свое представление. Мне вот в этом ключе очень нравится концепция, как называется, американские були, да? Да, Нейман. У него же там очень прикольно, что и множество Иисусов Христосов, потому что каждый приезжал народ со своим Иисусом, и поэтому там появилось множество Иисусов, самых разных. И у нас тоже множество вот этих вариаций, потому что каждый представляет себе свой. А формы Юры, они где-нибудь описаны, встречаются? Вот Юры в форме маленького смерча, полурука или что-то Нет, такое? нет, это вот мир, они, как правило, они антропоморфны, их видят. Они вот появляются, например, до сих пор сохраняется, что во время цеха там появилась женщина в якутской одежде. Вот эти женщины в белом, то есть человеческом обличии. это ее, да. Вот это, которая вот... Это другая категория духов совершенно. У этих, поста ниже, которая была. И вот что интересно, да, когда старый пост Гаи, до того, как его снесли, он же был на Пулаты, и это был мир, который жила в Пулаты, потому что ее там убили. И все это помнили, и все там как боялись. Да? Теперь его нет, молодежь не знает, и все думают, что она является поста Гаи, которая вот сейчас где весовой контроль, там, когда индустрии. И она вместе с этим переселилась тоже туда. А теперь ее там побили, потому что ее как бы мы-то старое поколение помним, что она не там же жила, а тут жила. Потому что поста нет, наркотик исчезает. А курганы, захоронения в Снотарском лесе, они в форме круга или более овальные по форме тела гроба? Нет, они округлые формы, но они из-за того, что много времени пришлось, они не настолько вот расплылись, что какую-то очень круглую форму угадать сложно. Но они не вытянули, они как округлые. А курганы захоронения в основном где встречаются? В основном собрали. А с чем это связано? Пока непонятно. Их слишком мало. Больше будем знать. Но здесь, если было, нашли бы, наверное. Потому что одно время же вот эти глубиняки думали, что это курганы. И специальные прямо раскопки делали, чтобы узнать. И потом и так поняли, что оказывается это не курганы, а это вот скручивание, которое из-за вечной жизни. А курганное захоронение не характерно для каких-то особенностей среди других народов? Да. Но они, по идее, довольно часто встречаются в Сибири. Да. Есть, конечно, вот степная полоса начался. Там тысячелетиями куча множество разных курганов, но они в основном это каменная кладка. Камень, который зарос, да? Но вот курган по определению это вот насыпь любая. И может быть грунт, и земля, или там еще что-то, может быть, да, любую форму, любых размеров. Это считается курган. А захоронение живьем это не характерно. Ну, в легендах есть, да, видимо, какая-то вот доля там есть, что в старину, давным-давно, возможно, такое практиковалось. Вот, например, есть легенда об одном удачливом парне. Короче, умер богатый человек, у него был этот стременной, который должен был, вот хоронили его, раскопали яму большую, и он должен был там на лошади весь Алас объехать, чтобы она устала и на последнем издыхании как бы упасть вместе с конем в эту яму и быть там похороненным вместе с своим хозяином и лошади сюда. И вот он там скакал по Аласу, и потом, когда должен был в яму, он перепрыгнул и был таков. А на лошади было все серебро этого человека. Ну, как всегда. Так что, возможно, а вот про то, что вымышляли родителей, такое, да, тоже очень много рассказов. Если, видимо, такое практиковалось. Но считалось, что это особенно для мужчин было характерно, что он должен быть стоит, пока не стал, как это называется, да? Есть же египетское выражение. Не раньше родителей? Нет. Теллях. Теллях и того.
То есть не доставляя хлопот своим детям, пока не станут совсем немощным, должен был вот, не хватает. Но такое есть. Но есть один очень интересный тоже сюжет. Я в него почему-то верю, потому что я как-то очень верю в то, что мир наших детей именно такими видит. Тоже был мужчина. У него был заклятый брак. Это, видимо, плохо красиво было, да? И они вот постоянно там встречались, дрались и так далее. И вот, наконец-то, он его убил. Пришел домой, вроде довольный, да? Что ходил, там жил, потом сказал сыновьям, убейте-ка меня еще раз. То есть убейте-ка меня. Я хочу его догнать и еще раз. Пока он далеко не уехал. Его убили. Вот как-то, кажется, это очень весело, потому что очень пускай. Так что, возможно, да. Ну, уверен, что да, он отправится в путь, его встретит, и с ним вступит еще одну битву. Но я не знаю, как он представлял себе, что он его убил, а дальше что. Ну, не знаю. Вот так. Я не точно вопрос. А вот эти, которые люди в сон подали, Логически. они не встречались давно? Нет. Ну, потому что даже если такое было, я думаю, что они умерли бы просто потому, что кислорода больше нет. Они бы умерли, проснувшись. А так, наверное, такое встречается. Вот как вот бедный Росохов живет, страдал. Наверное, Получается, бедные поделили информацию. Да, они думали, что есть какой-то одноразовый круг, а также есть и Епут, который возвращался, да. Вот Епут, она, вот у нее вот линия, скажем так, сюжет разветвляется, да, и, видимо, из-за того, что вот эти разные напластования разных времен друг на друга наложенные, да, это вот какие-то христианские представления, еще какие-то, видимо, наложились, но, видимо, мне кажется, наши предки думали, что вот существование вот в этом каком-то хранилище, вот душа представляет, как будто она вот в мире предков, она вот не находится. И вот, ну, мир мертвых, что мир мертвых, он тоже имеет разные вариации. Кто-то считает, считал, что это мир предков, что как своим людям должен дойти, и там вот все твои бабушки, дедушки и так далее, говорят, что за мной пришел там какой-то, да? Вот. С другой стороны, это вот есть же тоже рассказ, когда один парень ходил в лесу, попал в какую-то яму и оказался в мире мертвых. Вернулся каким-то чудом и рассказал, что он там видел. А там вот луна и солнце ущербные, скот там весь мутный, ну, худой, да? Там все такое сломанное, там юрты стоят покосившиеся, то есть все там мертвое. Но люди все так же живут, точно так же, но они не стареют, да? Они не умирают, они без эмоций, без этих чувств. Ему там понравилась одна девушка, он за ней ухаживал, из-за этого она начала плохо себя чувствовать. Позвали шамана, тот начал помлад, увидел его и отправил его обратно к себе. Вот, так что вот такое представление у меня тоже есть. Ну, как бы, одно другому не мешает, видимо. И вот, вот этот ее путь, эта несчастная душа, она, чтобы покинуть средний мир, она должна была еще доказать, что этот человек, ну, душа, да, прожила жизнь ровно, да. Нужно было как раз там какие-то преграды есть, где стоят вахты, понятно, тоже полное постарание, да, и допрашивать, как ты там прожил свою жизнь, и он должен был доказать, что он там был женат, что у него были дети, что он хорошо ел, что он питался, что не брезговал пищей, не был там капризным, ходил на скачки, там, пил кумыс, наслаждался жизнью. В общем, он должен был доказать, что он прожил жизнь полностью. Вот. И вот тот, который мне рассказывал, говорил, что вот поэтому надо жить, ходить на праздники, надо всех обязательно надо ходить, обязательно надо шить новое платье, там, покупать украшения, не хранить посуду
а пользоваться, не хранить в сундуках ткань, а ими пользоваться, потому что возьмешь, идешь, и все, что ты накопил, оно тебе наоборот грузом станет, идти за этого ты не сможешь покинуть. И поэтому надо как называется, отложенное, как это сейчас называется психологи? Синдром отложенной жизни. Вот наши предки были против этого. А вот загробное представление в загробном мире у народа Сахани в основном как-то коррелирует с тюркоязычным представлением или больше похоже на представление северных народов? Я бы сказала и то, и то. Там очень все смешано. Есть представления, которые вроде бы и похожи, но вот видите, в чем проблема, да? Большая часть тюркского мира, она сильно подвержена влиянию мусульманства, монгольского буддизма, и поэтому у них совсем по-другому. И в этом случае, мне кажется, это они у нас должны искать более условно чистые, более древние, более архаичные представления, что понятно, что у нас есть влияние христианства, но оно вычленяется довольно легко. И оно все равно не так сильно повлияло. Так, то, что ты там 40 дней отмечаешь, это никак не совсем понятно. А иногда возле алмазов можно увидеть в виде домиков. Это более современные. Да, это вообще поздний. Это конец 19 века. Вот эти домики, вот эти бывают камни, под синим камнем находятся там. Это конец 19. Вот все, что хорошо стоит, это конец 19. А эти домики это православные? Ну да, но больше такое православное влияние. Вот подобные сооружения, да, они еще могут быть 18. Но они бывают вот эти совсем типа развалившиеся. Вот это, например, да, вы видите, можно проследить эволюцию. Это где-то середина 19 века, наверное. Вот если бы не было креста, это вот в 18 веке хранили там. Вот очень красивые бывают, да? А потом оно становится проще, потому что христианское видение смерти, оно уже входит. Это должно быть скромно. А вот здесь но бывает так, что даже имея крест, внизу погребение языческое. Такое тоже встречается. Потому что наши же такие очень подстраховывались, все делали, на всякий случай. И крест поставят, там, и коня заходят, да? Мало ли что. Вот. И вот, например, погребение, помните мумия, легендарная мумия, которая лежала в музее, или слишком молодо для этого? В 2000-х годах похоронили вначале, да? Вот у нее очень похоже на погребение Сахарова. Она жила в 18 веке. И когда ее доставали в 30-е годы, разобрали же вот отдельные сооружения, там фотографии есть, у него точно такие же вот кухах из 15 века. И вот они, бедные, сложенные, до сих пор лежат под деревом рядом с ней. Такие уже заросшие мхом, друг на друга так положили, уложили, они так и лежат. Самый интересный вопрос. Была ли раньше такая вот традиция, когда закалывали на похоронах лошадь, а потом для покойника ее просто фрагменты ее вешали на дерево? Да, было. Там есть такое, короче, в общем фольклоре, вот в легендах встречается, что вот до 9 видов лошадей закалывали. Там есть, которые для еды, для путешествия, для того, чтобы несли его багаж там, и так далее, да? Вот. И самых богатых якобы хранились 9 лошадей. Но такое археологическое знание, но это было. Вот. И при этом всегда говорится, что вот полджуга – это жертвенная лошадь, которую забивают на месте погребения, ее расчленяют, едят здесь же, из нее варят погребальную пищу, тризну, и ее шкурку с копытами, с головой вешают на дерево рядом с могилой. Такое встречается действительно рядом могилы, остатки какие-то лошади бывают. Но, видимо, в какой-то момент произошли вот трансформации какие-то, да, тоже вариации появились, что, вот, я же тут показывала, лошадь только у нее голова есть, копыта, да, вот, красавчик. Вот, да. Вот, и эту лошадь, ну, явно съели.
повесили на коряк, потому что тут точно так же копыта, там вот эти голова и хвост есть, да? Но ее похоронили здесь. Она заместила целую лошадь. Вот есть термин, я забыла, как он называется, это вот замещение одного целого ее символами. И постепенно даже вот саму лошадь начали просто замещать седлом. Лошади нет, седло есть, но условно, как бы мы с ним похоронили лошадь, по-дому там она там существует, да? Так что тут вариации есть. Не обязательно ее вешали рядом, ее могли похоронить лошадь. Ага. Оказывается, вот этот вешание фрагментов лошади на дерево, оно практикуется до сих пор. Потому что я собираю современный фольклор, мне вот люди периодически скидывают фотографии. И там прямо вот лапы, хвост, голова, вот это вот все висит на дереве. Если память мне не изменяет, это Намский район. Павловск какой тоже был. Там это современное кладбище. Обычное кладбище, но на дереве висит. И я в Мегино Курганском тоже недавно встречала, там тоже было. То есть какие-то единичные случаи сохраняются. Интересно. Но вот мне интересно, я вижу только оставки, как происходило во время похорон, как они вот привели лошадь, как они разделали, где разделали, что с ней делали, съели, раздали или что. Что с ней происходило. Мне нужен весь процесс. Было бы очень интересно. Потому что явно какая-то есть. Потому что человеческий ум, он все равно супер, что-то супер новое все равно не придумано. Скорее всего, это похоже будет на то, что было там. Поэтому, с точки зрения параллели, очень интересно. Я читал описание жертвоприношения на Кангаласском мысе. И там вот шаман проводил обряд, приносили в жертву, но я уже не помню, какое животное, то ли лошадь, то ли корову. И там они собирались прямо общиной. Он после исполнения определенных там песен, танцев, он ее закалывал, песни, танцы там, по-моему, записывал человек не местный, поэтому он не смог нормально это зафиксировать, он не понимал, что там было. И дальше было описание, то, что он ее заколол, и вот разделали как бы на траве обыкновенным образом, и они вот общиной ее ели. И только какая-то вот часть, она была адресована духом. То есть этот человек записал, что там говорилось о том, что поступали очень, как сказать, рационально. Вот такое ощущение от того, что вы рассказали, то, что в течение времени проходимость становится все длиннее, все меньше выплаты. А с чем это связано? Связано с тем, что раньше были какие-то ультробогатые, а потом они были как-то растворились? Да. С этим связано. Ну, про там 14-15 век сложно сказать, конечно, потому что информации очень мало, да? Но, например, если сравнить 17-18, то это многими исследованиями подтверждается, что во второй половине 18 века беднеют, потому что запрещают местному населению заниматься торговлей. Вот во второй половине 17 века, в начале 18-го торговлей очень активно занимаются, и были очень много. И это считается золотой век культуры. Вот на погребении это супер погребение. Вот эти привозные вещи, вообще шикарные материалы и так далее. Да? А потом это плюс леса, плюс запреты и население беднеет. И, соответственно, погребение тоже беднеет. И вот начинают замещать настоящих лошадей символами, настоящих жертвоприношений символами. Ну и плюс влияние христианства. В 15 веке совсем христианство. Ну, не везде, не все, но может часть. Ага, я трансляцию закрываю.